идет караван по знойным пескам, доставляя драгоценные грузы жителям Каракалпакии, отдаленных областей Узбекистана и Туркмении. Есть и другая дорога в Хорезм, по Амударье. Но река эта изменчива и капризна. Десятки раз в год меняет она свое русло. Еще одна дорога ведет через Каракуму. Но над знойной южной пустыней полет так же труден и сложен, как в холодной Арктике. Московские автомобили, рельсы из Кузнецка, харьковские тепловозы, сибирский лес, бульдозеры с Урала. Широким фронтом началось наступление на пустыню. Горы песка разметали, передвинули мощный механизм. И вот когда были готовы первые километры насыпи, в работу вступил путеукладочный поезд. В этих штабелях отрезки готового пути. Рельсы, свинченные со шпалами, ложатся на насыпь. Стройка стала школой национальных технических кадров. Бывший колхозник Матьякуб Алабергенов овладел профессией бригадира путеукладочного поезда. Километр за километром стальная колея устремилась на север. Дорога подошла к первой крупной станции Дарганатан. Здесь быстрыми темпами возводились станционные сооружения. Устанавливались семафоры. Бригада мастера Зарженского досрочно закончила укладку станционных путей. Дорожный мастер в первый раз перевел новую стрелку. Десятки инженерных сооружений соединяют берега каналов. Мост через канал Болван. Здесь, как и на любом другом участке, можно было встретить представителей разных национальностей, в совершенстве овладевших новой техникой, как сварщики Плотников и Мулдабеков. Инженеры Агарич, Хакимов, Лямин. Работа пошла веселее. Деньги ложатся на земляное полотно. В работу вступает еще одна замечательная советская машина – балластер.
Люди разравнивают груды щебня, поднимают рельсы вместе со стаями и так едут на путь на землю. Поезда могут идти на самых высоких скоростях. Вот он, Такьяташ, самый молодой город страны. С приходом железной дороги во великую стройку хлынули тысячи и тысячи тонн различных грузов. По остальным путям пришли сюда энергопоезда, электростанции на колесах. Они дали энергию предприятиям, земснарядам, экскаваторам. Ускорился ритм, стал шире размах великой стройки. Железной дороги шли все дальше на север. Пройден 541 километр. Первая очередь дороги готова. Путь по всей линии отправился первый поезд. Это дорога, победившая пустыню. Это новый вклад трудящихся Советского Союза в великое дело. На торжественном митинге начальник строительства товарищ Каджаев и председатель президиума Верховного Совета Узбекистана товарищ Рашидов от имени строителей, от имени всех трудящихся провозгласили здравицу в честь любимого Сталина, творца народного счастья. Путь открыт. Регулярное сообщение началось. Вынули навстречу друг другу машины и хлопок, лес и шерсть. Потоки груза будут расти изо дня в день. Все новые перспективы открывает перед страной коммунистическая партия. Дорога будет продолжена. Средняя Азия получит еще один выход в центральные районы страны. Два великих сооружения, главный Туркменский канал и железная дорога преобразят этот край. Новой силой расцветут братские республики Туркменистан, Узбекистан, Каракалпакия. Река, рождающая жизнь. Это наш великий водный путь. 2500 километров. Каждый скажет, где Амудая текла вчера, но никто не скажет, где она потечет завтра, говорят про нее. Река постоянно размывает берега, меняет свое русло, блуждает в пойме. Но мой старый друг, капитан
Мамедов хорошо знает нрав капризной Аму. 30 лет водит он сюда по этой реке. Мальчишкой пришел я к берегам Аму-Дарьи. Тогда еще волоком перетаскивали суда через перекаты. Работал я с лямкой бурлаком. Потом на парусниках плавал. Теперь все изменилось на реке. Это необычная лодка, нет. Это плавающая лаборатория. Научные работники все время следят за руслом реки, борются с ее капризами. Река откладывает много ила и песка. Земснаряды постоянно расчищают ее дно. Становятся и берега. Одна из новых электростанций, Тахиаташская, дает и свет, и энергию для промышленности. Аму-Дарья кормилица. Воды ее по многим оросительным каналам идут на колхозные земли, на хлопковые плантации, виноградники, фруктовые сады. Много различных грузов мы переправляем водным путем. Вот, зерно привезли. А отсюда хлопок грузим. Новый путь. Полный вперед! Смотрю на реку и вспоминаю стихи поэта. Река бежит, мечту мою баюкая, качая. Моя мечта, твоя мечта, вскипавшая волною. Моя Каракалпакия родная. Красавица Аму-Дарья несет свои воды в Аральское море. Среди озер мира Аральское море занимает по величине 4-е место, а по красоте, наверное, 1-е. Глядишь, не наглядишься. А наш седой Орал славен не только своей красотой, но и рыбой. Мощным муюнакским консервным комбинатом, все молодо на моей древней земле, как и этот город, дорогой сердцу моему, юная столица Нукус. Там, где 30 лет назад буйствовал ветер и пели свою песню пески, теперь зеленые аллеи улиц. Партия коммунистов дала народу моему небывалую силу. К солнцу взлетели, дерзая, творя, на краснозвездном крыле октября.
дней наших слава в веках не умрет. С партией Ленина идем мы вперед. День аташей, расцветай, Каракалпакия, светлый мой край. В связи с возросшими потребностями народного хозяйства возникла острая необходимость в строительстве новой железнодорожной линии на Нукус и Чимбай. Главным ее объектом стал железнодорожно-автомобильный мост через Амударью. Связав берега реки, он заменил прежнюю паромно-понтонную переправу, которая не могла противостоять бурным весенним паводкам. Новый мост был построен при активном участии тогдашнего первого секретаря Каракалпакского обкома партии Калибека Камалова. Сегодня столица Каракалпакстана имеет железнодорожную связь со всеми регионами Средней Азии и странами Содружества независимых государств. Нового учебного года в столице Каракалпакской автономной республики состоялся большой праздник – открытие Нукусского государственного университета имени Шевченко. Митинг, посвященный торжественному событию, открыл первый секретарь Каракалпакского обкома партии Калибек Камалович Камалов. Друзья, мы сегодня собрались на большой праздник, торжественное открытие Нукусского государственного университета. Это огромное, радостное событие политической, общественной, научной и культурной жизни автономной республики, жизни всех трудящихся в Амударьи. В создании нового 65-го университета страны ярко проявляется торжество деятельности национальной политики нашей партии, всесторонняя помощь великого русского, узбекского, всех братских народов нашей отчизны, постоянная, неустанная забота Центрального комитета КПСС, его политбюро, лично генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева по расцвету всех советских республик. На митинге выступил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Шараф Рашидович Рашидов. День открытия Нукусского государственного университета, этого радостного события, который вместе с вами разделяет все трудящиеся республики, мне доставляет огромное удовольствие передать всем вам, преподавателям и студентам, самые теплые приветствия и добрые пожелания от Центрального комитета Компартии Узбекистана, Президиума Верховного Совета и Совета министров Узбекской ССР. Ректор нового университета Абдиров Черчоу Абдирович получает символический ключ. Участники митинга, гости, приехавшие из разных республик, осмотрели просторные светлые аудитории, залы, лаборатории университета. Первого сентября более 2500 студентов
начали учебу в Нукусском государственном университете, 65-м университете Советского Союза. Общественной активности. Форум женщин приветствовал первый секретарь Каракалпакского обкома Компартии Узбекистана, герой социалистического труда товарищ Камалов. С докладом выступила заместитель председателя Совета министров Каракалпакии товарищ Гаипова. Женщины Каракалпакии. Их заботливые руки выращивают хлопок и рис, ткут ковры и шьют одежду, управляют голубыми кораблями. Матери-героини. В автономной республике их 4000, и каждая ощущает социальную поддержку государства. Это одно из прав, гарантированных ей Конституцией СССР. Лакшаву һәм әлбәттә бәндә дә кызыгы бәйгегә атчылыр. Каракалпак диханлары Йошкын минетчылын халык дәстүренә айланган патта байрамы менән җумаклады. Строительство Тахиатажского гидроузла ведет 3000-й коллектив управления Тахиатаж гидроэнергостроя. Это сооружение поможет намного расширить зону посевных площадей, даст жизнь новым 1000 гектаров ныне пустынных земель. Гидростроители обязались сдать первую очередь гидроузла ко дню рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля 1973 года. По ударному трудятся члены бригады, возглавляемые Эркином Саидариевым. Вызвали на соцсоревнования коллектив строителей Туямуюнгского гидроузла. Урожай – дело общее. Тахиатажский гидроузел – одна из крупнейших строек 9-й пятилетки. С начала работ здесь уже уложено более 175 тысяч кубометров железобетона, смонтировано свыше 3300 тонн металлоконструкции. Ввод гидроузла в строй позволит значительно расширить посевные площади под рис, хлопок и другие сельскохозяйственные культуры. Со значительным опережением графика работают электросварщики Гулям Аметов и Аркадий Индюков. Высокий темп работы сочетается у них с высоким качеством. Не отстают от них и бетонщики. Встав на юбилейную вахту, строители обязались основные виды работ завершить досрочно, к дню празднования 50-летия образования СССР.
Московский филиал киностудии «Нук». Досрочно завершено строительство железнодорожной линии Тахиаташ-Нукус, которая является важным шагом на пути дальнейшего подъема экономики автономной республики. Сегодня южная окрестность столицы впервые огласил тепловозный гудок. В честь этого события состоялся многолюдный митинг, который открыл первый секретарь Нукусского горкома партии товарищ Бабаназаров. На митинге выступили монтер строительно-монтажного поезда номер 260 Анатолий Амельченко, заместитель начальника управления Среднеазиатской железной дороги Абдулаев, начальник главного управления железнодорожного строительства Казахстана и Средней Азии, герой социалистического труда Игичашвили, первый секретарь Каракалпакского обкома партии товарищ Камалов. Столица автономной республики отныне связана с экономическими районами Средней Азии и центра страны. Курултай передовиков. В Нукусе во Дворце искусств состоялось совещание передовиков сельского хозяйства Каракалпакской АССР. На Курултай собрались посланцы всех районов автономной республики. Совещание открывает председатель президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР товарищ Ишимбетов. Доклад об итогах 1974 года и задачах тружеников сельского хозяйства в завершающем году пятилетки сделал секретарь обкома партии товарищ Маккаримов. Скоро осуществится давняя мечта жителей Каракалпакии. Железная дорога свяжет левый и правый берега Амударьи. Часть народно-хозяйственных грузов будет перевозиться поездами из Тахиаташа в столицу автономной республики Нукус, что позволит разгрузить речной транспорт. Строительство магистрали ведут путеукладчики строительно-монтажного поезда номер 260. Новая железнодорожная линия протяженностью в 20 километров вступит в строй в юбилейном году. Заготовка кормов. Завершена прокладка еще одного отрезка железнодорожного пути, который соединит столицу автономной республики с северо-восточными районами Каракалпакии. На митинге путейцев, посвященном этому событию, выступил первый секретарь Каракалпакского обкома партии товарищ Камалов. Трудно переоценить значение новой транспортной артерии для экономики Каракалпакской АССР. Только что уложенным рельсом поезда теперь смогут ходить до станции Кигили. В первые 2 года 10-й пятилетки претворена в жизнь значительная часть генерального плана застройки столицы Каракалпакии. Особая гордость архитекторов Нукуса, возведенные здесь недавно первые в автономной республике дома повышенной этажности. Немалый вклад в изменение облика столицы внес архитектор Малутов. В годы 10-й пятилетки города